Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Этот мир – тюрьма для верующего, а для неверующего подобен райскому саду». Многие не понимают смысл этих слов и задаются вопросом: «Устаз, почему некоторые неверующие и атеисты, которые не верят в Бога, живут богаче мусульман? Они наслаждаются жизнью, а мы совершаем намаз, держим пост. Но почему мы живем в трудностях? Разве это справедливо? Раз мы верим в Бога и поклоняемся Ему, разве мы не должны жить лучше?» С такими вопросами ко мне обращаются многие. И я всегда отвечаю хадисам пророка, алейхиссаляту вассалям, что этот мир – клетка для мусульманина. В каком смысле? В том, что у нас есть понятие дозволенного и запретного. Однажды пророк, алейхиссаляту вассалям, нарисовал квадрат, а внутри него две линии, и объяснил: этот квадрат – твоя жизнь, а две линии внутри – это твой путь. Путь правильный и неправильный, и у каждого из них есть свои испытания. Верующий проходит испытания с трудом, потому что есть границы, установленные Всевышним Аллахом. А неверующий может дать взятку, украсть, даже убить, не различая халяль и харам, жить как хочет, и ему кажется, что он проходит испытания легко, но их конечный путь – ад. Мусульманину труднее, нельзя давать взятку, нельзя брать ее, нельзя брать кредит с процентами, быть посредником в запретном. Запрещены прелюбодеяние, ложь, воровство, проклятие, ругань. Нельзя притеснять человека и посягать на его права. Нельзя даже плохо думать о другом. Вот в этом и заключается, в кавычках, клетка этого мира для нас. Многое можно было бы делать, но нам это запрещено. А неверующий живет в этом мире словно в раю. У него нет границы между дозволенным и запретным. Он живет как хочет, поэтому ему этот мир кажется раем. Но разница в том, что один терпит и, выйдя из клетки, входит в рай, а другой наслаждается и попадает в ад. В этом истина этого мира. Для искренне верующего ничто не тяжело. Намаз не тяжелый. Если в сердце есть вера и доверие к Аллаху, человек не ищет оправданий. Он не говорит: «не получается», «нет времени», «начну позже», «выйду на пенсию, буду молиться», «сначала закончу дела». Он говорит: «Ляббайк, о Аллах, я услышал и повиновался», и сразу становится на молитву. Когда наступает священный месяц Рамадан, он не ищет оправданий. А вдруг я болен? У меня же был гастрит в студенческие годы. Может, лучше не держать пост? Он спешит к врачу, ищет повод, боится. А вдруг придется принимать лекарства во время поста? Хотя до этого 11 месяцев жил спокойно. Но именно во время поста вдруг нужно лечиться. Иногда говорят: во время ифтара и сухура поздно ем, желудок будет болеть, и снова ищут выход. Есть прекрасные слова пророка, алейхиссаляту вассалям. Когда верующий входит в мечеть, он подобен рыбе в воде. В мечети он чувствует себя спокойно, с радостью поклоняется и не хочет уходить. А лицемер, войдя в мечеть, подобен птице в клетке. Птица в клетке бьется, ищет выход. Так и он спешит поскорее выйти. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Будьте из тех, кто входит в мечеть первыми и выходит последними. Тот, в чьем сердце есть любовь к мечети, будет под тенью в день суда, когда не будет иной тени». Поэтому нужно чаще посещать мечеть. Но люди спрашивают: обязательно молиться в мечети? Обязательно совершать намаз и держать пост? Обязательно ли делать зикр, отращивать бороду? Обязательно ли носить хиджаб и одеваться скромно? Эти вопросы задают те, кто чувствует тяжесть этой клетки. А истинный мусульманин исполняет приказ без лишних вопросов. Мы готовы принять эту временную тесноту ради Аллаха. Немного потерпим,
и награда будет вечной в раю, инша Аллах. А неверующие и лицемеры живут с принципом «жизнь одна, нужно наслаждаться». Говорят, разве есть человек, который не пьет, не курит? Даже песни об этом сочиняют. Но и для шайтана этот мир временный. Он тоже отпущен лишь на срок. И шайтан говорит: «О Аллах, я приведу с собой в ад большинство людей. Ты увидишь. Я приведу их к тебе в состоянии, когда они не раскаются и забудут о тебе». Иногда я думаю, шайтан действительно усердно работает. Сегодня многие люди впадают в стресс и депрессию без серьезной причины. Они переживают за завтрашний день, заняты бесполезными мыслями. Шайтан шепчет им в оба уха, заставляя беспокоиться о будущем. А будущее неизвестно. Мы, мусульмане, не погружаемся чрезмерно в тревоги о будущем, потому что идем по пути предопределения. Некоторые же думают: а вдруг завтра случится то, а вдруг это, и следуют внушениям шайтана. Что будет завтра, знает только Аллах. Вместо того, чтобы беспокоиться, что я буду есть, как прокормлю детей, будет ли у меня дом, машина, нужно сегодня уже проснуться, встать на намаз, питаться дозволенным и не расточительствовать. Для верующего важен сегодняшний день. Если ты правильно проживешь сегодняшний день, завтрашний принесет тебе облегчение. Но если жить в тревогах, внушенных шайтаном, каждый день будет становиться тяжелее. Поэтому даже если этот мир клетка, его итог будет плодотворным. И если кто-то хочет войти в рай, он должен сначала пройти через эту клетку.